По данным на 10 октября, стоимость 1 литра АИ-92 на заправках Роснефть составляет 47 рублей, 95-го – 60 рублей, дизельного топлива – 67 рублей 50 копеек. На АЗС компании «Азит» АИ-92 стоил 53 рубля, позже 50 рублей за литр, а сейчас 49 рублей 50 копеек. Стоимость АИ-95 ранее составляла 62 рубля, сейчас 58. В свою очередь, литр дизельного топлива раньше стоил 67 рублей, а ныне 64 рубля 50 копеек. На АЗС «Подорожник» стоимость АИ-92 составляет 47 рублей. Ранее 92-й обходился потребителю в 51 рубль. Стоимость литра АИ-95 на данный момент 60 рублей, а дизеля 65 рублей. Весь закуп осуществляется в Российской Федерации, и в течение, получается, в течение сентября компаниями, которые ввозят топливо на территорию Абхазии, были получены цены значительно ниже тех, которые были ранее. Исходя из этого и была согласована новая цена. Кабинет министров ранее утвердил постановление, согласно которому в Абхазии действует процедура, при которой изменение стоимости закупочной цены на топливо напрямую влияет на стоимость при реализации. В этом году было принято постановление, которое утверждает новый порядок регулирования цен на нефтепродукты. Если раньше министерство, как полномочный орган в сфере ценообразования, определяло предельную цену на всей территории страны, исходя из того, какие цены у импортеров, имеется в виду закупочные цены, то на текущий момент мы перешли к новому порядку регулирования, при котором цена фиксируется не для всей территории Абхазии, а для каждой отдельно взятой компании. По словам Теймураза Миквабя, топливные компании каждый календарный квартал утверждают в ведомстве цены на нефтепродукт. При этом компании не должны выходить за рамки установленной Минэкономики предельной стоимости топлива. К концу каждого квартала компании подают заявки в Министерство экономики о согласовании цены, прикладывают к ней копии спецификаций либо приложений, в которых указаны цены, по которым они приобретают. Выводя средневзвешенную стоимость 1 литра 92-го бензина и дизельного топлива, мы высчитываем с использованием соответствующих процентов и добавляя сумму НДС, высчитываем цену, по которой они будут торговать в течение ближайшего квартала. В меньшей степени снижение цены на топливо коснулось дизеля. Входящие цены на дизельное топливо остаются по-прежнему на достаточно высоком уровне. Связано это как с положением в мировой экономике, так и с высоким спросом на дизель в Российской Федерации, которая и является главным экспортером нефтепродуктов в Абхазии. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.